Показатели младенческой смертности характеризуют не только состояние здоровья детского населения, но и уровень социально-экономического благополучия общества в целом. То есть, говоря об этом показателе, можно судить об уровне развитости той или иной страны. Соответственно, винить кого-то одного в случае сложившейся неблагополучной обстановки будет не совсем правильно. Ведь дети находятся в руках не только медиков, но и всех взрослых, которые их окружают. Показатели младенческой смертности в Сибае не из лучших. И эта ситуация повторяется из года в год. За 5 месяцев 2015 года родилось и зарегистрировал ЗАГС город Сибай 419 детей, из них 417 живыми, мертвыми двое. Показатель рождаемости составил 6,5 промилле, умерло всего 5 детей в возрасте до 1 года. Умерло от 1 до 14 лет ни одного. Показатель младенческой смертности составил 14,1 за 5 месяцев. Среди причин столь печальной статистики, зафиксированной в городе, врожденные аномалии развития и инфекционные паразитарные заболевания. На здоровье малыша оказывает влияние успешность прохождения процесса родов. Имеется один факт несчастного случая, произошедшего в мае этого года. Ушло заключение с города Уфы, механическая асфиксия от сдавления грудной клетки. Сдавление произошло в результате от сдавления поручней коляски. Если в одних случаях причиной смертности младенцев становится небрежное отношение родителей, то в других – медицинский фактор. Чаще всего нехватка специалистов и необходимого медицинского оборудования. У нас, вообще, если так вот подумать, очень мало средств и аппаратуры для внутриутробного мониторирования состояния плода. Мониторинг делается аппаратами КТГ и доплерометрией. Доплерометрия сейчас нам пока еще не совсем, допустим, это доступно, потому что обучен только один специалист, это Смирнова коллега. Она для этого ездила в Москву. Сейчас у нее длительный отпуск, он будет до августа. То есть теперь у нас вот это с мая по август никто не смотрит доплер. То есть мы не знаем фетоплацентальный кровоток у этого ребенка. Следовательно, мы не можем делать какие-то поспешные выводы. Аппарат КТГ, который показывает сердцебиение плода, он тоже не информативный. Их надо вместе сопоставлять. А если мы этого двумя способами не можем сделать, значит мы эти моменты упускаем. Поэтому нам надо срочно учить второго специалиста. После каждого проведенного заседания подводятся итоги определенному промежутку времени. Дается оценка работе специалистов разных ведомств. И, конечно же, ставятся определенные задачи на будущее. Сохранить жизнь и здоровье ребенка и матери. Задача не из простых. Сегодня это самая актуальная и требующая конкретных действий проблема не только в Сибае, но и в целом по стране. Луиза Мустафина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.